дорогие друзья, мы начинаем второе отделение нашего концерта. Оркестр государственного ансамбля «Азия-Тыра» известен своей универсальностью. В его исполнении звучат как классические сочинения и народные обработки, так и эстрадные произведения. Сегодняшний концерт также не обойдется без экспериментов. Прозвучит знаменитая композиция Майкла Джексона «Ловкий преступник». И оркестр государственного ансамбля «Азия-Тыра». Руководитель и дирижер Алексей Чашников. Сейчас прозвучит еще одно сочинение в исполнении автора. Айдар Гайнуллин «Фантазия на татарские темы».
Гальяно, французский композитор и исполнитель, всемирно известный джазовый аккордеонист. Во Франции его даже называют священным монстром джаза. Вдохновленный своим другом и изобретателем жанра танго-нуэво, новое танго Астором Пьяццолой, Ришар с его стилем новый мюзет существенно оживил французскую музыкальную традицию. Да и к танго он был также далеко не равнодушен и однажды написал танго для Клода. которая стала широко известна благодаря саундтреку к фильму «Генрих IV. Безумный король». Солирующий инструмент парит над прозрачным и спокойным аккомпанементом.
который некоторые искусствоведы сравнивают с хрупким стеклом, исполняя задумчивую печальную мелодию. Астор Пьяццола «Обливион. Забвение». Как вы думаете, что здесь? Так, флейта. Еще какие варианты? Ближе. Кларнет. Метроном. Так. Интересно. Какие еще? Какая дирижерская палочка? Что магнит? Молодцы. Практически вы угадали. На самом деле это аккордина, французский инструмент, довольно экзотический. Скажем так, что губная гармошка с баянной клавиатурой. И, пожалуйста, кто назвал, потом после концерта подойдите ко мне, я вам подарю диск.
великолепный, потрясающий Айдар Гайнуллин и его редчайший музыкальный инструмент. Друзья, вы запомнили? Аккордина. Дорогие друзья, и снова танго. Следующая композиция в стиле новое танго композитора Астора Пьяццолы получила название от слияния слов «свобода» и «танго» и символизировала переход Пьяццолы от классического танго в танго нуэво, новое танго. В оригинальной аранжировке Айдара Гайнуллина прозвучит «Либер танго».
сочинения из классических произведений, которые по праву уже можно назвать бессмертными. На самом деле я хочу сейчас для вас показать небольшое чудо. Вы сейчас увидите, как баян превратится в не баян. С помощью волшебной кнопки. Но не фонограммы. Поздравляем с юбилеем!
маэстро Айдар Гайнуллин. Оркестр ансамбля «Азия-Г», вокальная группа ансамбля «Азия-Г» и ансамбль «Вдохновение». И, друзья, но это еще не все. Как вы уже убедились, Айдар не только исполнитель, инструменталист, но и обладатель красивого лирического баритона. И сейчас часто использует вокал в своих концертах, в том числе и с оркестром. Но это еще не все грани его таланта. Он пишет музыку для кино и является обладателем кинопремии на 20-м открытом всероссийском кинофестивале «Кинотавр», национальной кинематографической премии «Ника» и национальной премии кинопрессы и кинокритики «Белый слон» за музыку к фильму Ивана Вырыпаева «Эйфория». По признанию самого автора, сейчас эта музыка живет своей отдельной жизнью. Многие телеканалы используют ее в своих проектах. Предлагаем вашему вниманию это интересное сочинение в завершении нашей концертной программы. Итак, «Эйфория», Айдар Гайнуллин.
залах мира, в Большом зале Берлинской филармонии, Кеннеди-центре Вашингтон, Московском международном доме музыки, Государственном Кремлевском дворце и многих-многих других. И мы рады, что сегодня она прозвучала в стенах Коми Республиканской филармонии.
Американской филармонии был настоящий праздник музыки, настоящий праздник творчества. Это действительно историческая встреча, правда? Дорогие друзья, мы будем ждать в гости нашего виртуозного гостя. Конечно, обязательно. Айдар, спасибо вам большое за ваше творчество, дорогие друзья. Но от всей души благодарю вас за теплый и сердечный прием. И желаю вам